В этом видео, ребята, хочу рассказать немножко о карабине Лось. Я своим подписчикам обещал заснять видео про этот карабин после сезона охоты. У меня был первый сезон охоты с этим карабином. И в этом видео я расскажу все плюсы этого карабина, все минусы. Вот такой обзор небольшой сделаю. Много вопросов было, почему я купил этот карабин, на кого охотиться. Но этот карабин Лось 7,62 на 51 патрон идет. В принципе, карабин универсальный. Можно из него бить и птицу, и крупного зверя. С 51 патроном, думаю, не будет никаких проблем для получения лицензии. Все это я тоже много думал. И, в общем, я начну и расскажу подробно все, как было. Почему я купил вообще карабин. Я уже с школьного возраста много охочусь, и никогда в планах у меня не было, чтобы я купил карабин. Все время охотился с гладкоствольного оружия и также охотился с мелкашки, с оружия Север. Но сейчас прошло такое время, что в наших лесах в Коми Республике дичи стало меньше, больше стало зверей. Волки, медведи. И был в моей практике случай такой, что медведь шел на меня, я испугался, был оружие Север, подписчики это видели на моих видео. После этого я себе поставил цель, задачу купить себе карабин. Карабин хотел я прикупить полуавтомат, и мне захотелось купить карабин Сайга. Сайга 7,62 на 51 патрон. Желательно 39, если было, я бы без проблем тоже взял. Пошел, сделал лицензию. У меня на руках уже была лицензия. Но в магазинах в Сыктывкаре из Сайги ничего не было. Только были вот такие коротыши АКСУ, вот этот, переделанный на охотничий карабин. Но у меня руки длинные. Я взял в руки приклад вообще вот такой у Сайги. Неприкладистый вообще. Ужасный карабин. А что я присмотрел, Сайга, я не знаю в какое исполнение, но с охотничьим прикладом Сайга с охотничьим прикладом. Очень понравилось 39-м патроном, 51-м. Но я ждал полгода, у меня срок лицензии уже истекал. Но Сайги так и не появилось. И до сих пор, думаю, уже год прошел, и Сайги нету в магазинах. Все, перестали делать нормальное оружие. Только на витринах висят вепри и коротыши Сайги. Но вепрь я сразу, никакого желания не было, чтобы взять. Вес ужасный у вепря. Но будут спорить сейчас, конечно, в комментариях, что вепрь хорошее оружие. Я тоже ничего не говорю. Есть владельцы у нас и в своем селе, что вепрь точное оружие. Но на минутку то оружие берешь, ты очень легкий. Но как начнешь ты ходовую охоту, там 15 километров или больше на плече таскать, это тяжело. И не надо с этим спорить. Я никогда с этим не соглашусь. Вепрь я сразу отказался. И в город, в Сыктывкар, пришло карабин Лось. У меня во всех магазинах я заказал оружие Сайгу, но 51 патрон, с 51 патроном пришел Лось, мне сообщили, я отказался.
сомневался, вот мне вот нужен полуавтомат, но не хочу я этот болтовик. Не хочу, и я отказался. Прошло еще 20 дней, это тот лось сразу моментально купили. Прошло еще 20 дней, в город еще пришло 2 оружия лось. В 2 магазинах по одному оружию. И у меня выбора уже не было. Все, думаю, куплю лось. Я решил и поехал в город. Зашел в первый магазин. Я взял в руки и... Но я хочу этот карабин, сказал себе. Лось. Все. В первом магазине разброс был 51 миллиметр на 100 метров. Но я заказал, также уже договорился с другим магазином. Я приеду, у вас куплю. Поехал в другой магазин. Там разброс 48 миллиметров. Вот этот карабин с разбросом 48 миллиметров. Я, не передумывая, купил. Долго тоже присматривался, но купил. И я ни на что не променяю этот карабин. Вообще. Короче, оформили все это дело. Карабин уже моя собственность, можно сказать. Дальше, первый раз я пошел, это весенняя охота была открыта, я пошел на охоту. Ой, не на охоту, а на пристрелку. Пока охота открыта, думаю, пойду постреляю. Оптического прицела не было, но у меня кронштейна ничего не было. Пошел я на пристрелку, без оптического прицела. Поставил мишень на 50 метров, выстрелил, а в А4 бумажку пуля не попала. Еще выстрелил, не попадает карабин. У меня давление 200-250. Все колбасит у меня в сердце. Думаю, что я купил. Я начал нервничать. Первое, что в этом карабине, стреляет оружие с этого прицела, стреляло вниз. Короче, вот тут такое дело. Здесь также есть, вон, где вот можно приподнять, опустить вот эти, как сказать, мушку. Как поставил на 5, вот цифра 5. На 5 поставил. Пуля пришла в цель, но влево. Влево на сантиметров, не знаю, там несколько сантиметров влево шло. Ну, наконец-то, думаю, попал я в цель, в А4. Короче, понятно, что карабин идет вниз. Ну да, ладно. Второй патрон стрелял. Куча пришла. Все. Я доволен. Куча пришла. Мне, как сказать, значит, ниже идет. Надо убрать здесь эту мушку. Спилить. Но я пока этим ничего не занимался. Так оставил. Первая пристрелка прошла. Куча пришла, сантиметров 3 где-то куча. Но шло влево. Влево и, как сказать, мушка на 5 стоит. Короче, я этим закончил эту пристрелку. Пришла осень. Также я пострелял без оптического прицела. Наверное, 6 видов патронов я прикупил, пострелял. Все я это снимал, эту пристрелку. Но с компьютером у меня файлы исчезли. Исчезли, и не могу сейчас показать вам, как у меня происходила эта пристрелка, куда, какие пули прилетели. Все исчезло. Также у меня файлы исчезли, когда я устанавливал оптический прицел, ровности, все это я тоже снимал. Я не знаю, если есть кто знает, как возвратить эти файлы, что исчезли из моего компьютера. Может, я сам удалил как-то, но в корзине нигде нету. Все, испарился. Ну да ладно. Короче, с этим разобрались мы. Без оптического прицела оружие бьет, но чуть-чуть пули гуляют. То может быть
влево, то вправо. Но это происходило до тех времен, пока не выстрелил я где-то патронов 70, наверное, не меньше. Ствол притирался, и сейчас уже нормально бьет. Сейчас нормально бьет, и можно без оптического прицела, если глаза видят, там попасть в цель. Но я все-таки решил и купил кронштейн. Оптический прицел у меня на оружие Север был, я оттуда снял, прикупил кронштейн и уже поставил оптический прицел. Оптический прицел. Вот так. Но оптический прицел я поставил. Я сейчас буду говорить плюсы и минусы, как и обещал. Первый минус — это надо поставить на 5, потом уже мушка поднимается, короче, попадаешь в цель. Оптический прицел я поставил, прикрутил, крепление прикрутил. У меня, ребята, вот так не открывался затвор. Затвор заклинивало. Что случилось? Как быть? Непонятно также. А дело в том, также я сейчас покажу. Вот смотрите, торчит такая штучка. Ну, это оптический прицел туда доходит и дальше, чтобы не шло. Вот такое дело. И я не знаю, что влияет, когда оптический прицел закручиваешь, вот эти штучки, вроде корпусу карабина жестко все, ничего не должно мешать. Зажимаешь, и эта штучка заходит внутрь, он как сквозной, и давит на этот затвор. И затвор не ходит. Короче, я вытащил затвор, и с внутренней стороны, когда магазин снимаешь, с внутренней стороны я немножко один раз ударил, ну, чтобы выбил чуть-чуть, вышел эта штучка. И все. Это проблема, секундное дело. Эту проблему я исправил и пристрелял оптический прицел. Карабин бьет идеально. С 50 метров до 150 метров я пристреливал. И куча 3 сантиметра это максимум. В паспорте написано, что 48 миллиметров. Можно кучу собрать 3 сантиметра и меньше. До 150 метров. Больше дальше я не стрелял. Если в моих видео вы видите, что я не попал в глухаря или еще в какую цель, это моя ошибка. Карабин тут не виноват. Карабин бьет идеально. Дальше что? Я стреляю, ну, где-то 7 патронов, видов, наверное, я отбрал. Барнаульские, Туламо. Но я остановился, барнаульский патрон 9,4 грамма. Я когда пристреливал без оптического прицела разным патроном, у меня хорошо шли пули вот эти, Барнаул 9,4. Дальше Туламо хорошо шло, тоже разброс хороший. И улучшенная куча на барнаульский патрон, тоже вот такие упаковка, улучшенная кучность, я помнится. Тоже хорошие шли патроны. Остальные, ну, в принципе, там сантиметр, наверное, 1,5, там чуть куча больше, а разницы не вижу. Ну, я решил так, остановиться на этом патроне. Еще про патроны. Туламо, патроны Туламо. Ну, сейчас у меня в наличии их нету. Это барнаульский патрон, полуоболочка. Но у Туламо такая же гильза, оцинкованная какая-то.
оцинкованная. И такая фишка, такое дело. С патроном Тулама, патрон туго ходит патронник. И 2 раза карабин заклинивал. После выстрела выстрелил, и патрон не могу я вытащить. Это было. Не могу вытащить. Думаю, все, хана карабину. Еле-еле я вытащил. И 2 случая было. После тех случаев я от Тулама отказался. В принципе, Тулама патроны очень хорошие бьет, куча хорошая. Так, дальше что? Ствол хороший, про характеристику можете посмотреть в интернете, в паспорте. И при покупке я боялся 2 моментов. Я отзывы читал, очень много видео просмотрел, очень много перед покупкой. Там много жаловались, писали, что утыкание идет, утыкание патрона. Вот когда ты посылаешь патрон в патронник, у тебя утыкается. Но такого у меня еще не было. Второе, чего я боялся, это много писали, что магазин при выстреле падает и в общем падает. Но, как сказать, теряют даже магазин. Но если номера соответствуют, вот здесь номера соответствуют номеру карабина, это проблемы не должно быть. И так. Ну, это вроде тоже, но я тоже думал как-то приделать, прикрепить, если вдруг, застраховаться, чтобы не потерять, дырку сделать, там прикрепить куда-то, но пока я этим не занимался. Вот. Ну, что еще? Так, минусы. Минусы этого карабина. Он легкий, в принципе, он легкий. Будет видео, где я взвешивать буду этот карабин, сколько он весит, все это покажу. Минусы. Также есть у карабина минусы. Я нашел в этом карабине 3 больших минуса. Что мне не нравится в этом карабине. Плюсы. Легкий, точный, пока безотказный, чтобы не сглазить. И, в общем, все мне нравится в нем. 3 минуса есть. 3 минуса. Первый минус. Ремень. Вот смотрите, как он висит на плече. У оружия Север этот ремень, где-то в стволе, наверное, помнится, или я не знаю, но он висит вот так. Прямо вертикально. А этот ствол уходит вот так. Вот ты идешь, и вот так уходит, и все время у тебя скользит. Вон он как. Вот, смотрите. Везде цепляется, везде до такой степени неудобный ремень. Ужасный ремень. Север у меня вот лежит вот так. Оружие Север за спиной я не чувствую. Он вот так сидит, не дышит, спокойно ведет себя. Этот все время куда-то его тянет вот вниз. Все время куда-то цепляется. Не пишите мне, что этот ремень так удобно ходить. Этот с таким обвесом удобно ходить с машины до вышки. А когда ты в тайге бродишь, это ужасно. Везде цепляется. Фигня, короче. Надо придумать как-то, чтобы оружие висело вот на плече вот так.
А на севере это есть, он так и есть. Что север, двухстволка. У меня 3 оружия, и все двухстволка, а север. Я их не чувствую, когда я иду по лесу. Второй минус, ребята. Запомните это. Это я честный обзор делаю. Хвалю и также наоборот. Магазин. Писали в магазине, что про магазин патроны там шумит патрон. Действительно. 5 патронов в патроннике. Шума нету. Идешь такое. Один выстрел сделаешь, патроны шатаются. Патроны шатаются. Но мне это на нервы не влияет. И мне не мешает. Если ты увидел след какой, ты уже идешь тихо. И этот патрон лежит спокойно. Тебе он не мешает. И шум никакого не издает. А так, когда есть такое дело, он шумит. Самый ужасный минус в этом магазине, смотрите, это сейчас не повезло. Патрон, магазин, я хорошо сел. Сейчас повезло. Но когда ты идешь в тайгу, все время перекос. Фиг ты, когда ты нормально ты поставишь этот магазин. Если в спешке надо поменять, никогда ты не поставишь этот магазин. Или может мне так повезло. Я всегда страхую себя. Некоторые пишут, что теряем этот, как сказать, после выстрела магазин падает. Здесь 2 замка, что спереди, что сзади. Я, когда магазин вставляю, видели какой перекос, блядь? Это сейчас на камеру как-то я быстро еще вставляю. Я всегда вот поставил, как будто щелчки были. Я страхую себя. Чуть-чуть я снимаю. Вот, смотрите, видели как? Блин, бесит прямо. Я чуть-чуть ослабляю. Чуть-чуть. И, ну сейчас, вот это везение действительно. Хорошо. Вот, 2 щелчка. Я всегда слушаю, что было 2 щелчка. Я уже уверен, что магазин закрылся на 2 фиксатора. И сейчас уже точно не выпадет. Вот, короче. Это второй минус. Это, ребята, вам повезло. Сейчас у меня магазин хорошо. Может быть, такой попался в такое оружие, что магазин хреново садится. Но я 100% вам говорю, когда ты будешь спешить, там ты 5 патронов выстрелил и надо медведь на тебя или еще какой зверь летит и надо быстро поменять магазин. У вас никогда в жизни не получится, потому что магазин куда-то все время заедает, не садится нормально. А я не насильник, вот я чуть-чуть поставил и так бить я не буду. Я все спокойно делаю, но спокойно как-то не получается. Так, 3-й минус. 1-й минус – ремень. 2-й минус – плохо садится этот магазин. 3-й минус, ребята, самый противный, ужасный – это предохранитель. Предохранитель, ребята. Сейчас вот, когда магазин, этот, как его, курок опущен, ну, этот, как его, боек, в общем, хорошо ходит вон. Но, надеюсь, вы слышите это. Шум. Поднимаем затвор. И сейчас, вот смотрите, какой ужасный, неудобный
какой ужасный неудобный предохранитель. Если зимой пальцы немножко уже одубели, ты никогда не сможешь снять этот фиговый предохранитель. Дальше, слышите, какой звук? Если безветренную тихую погоду, если вы охотник на лося, этот шум на 300 метров слышно. О. Двумя пальцами пробую. Обычно там, когда я подхожу куда-то к цели, я двумя пальцами. Тоже неудобно. У оружия Север предохранитель вот тут. Вот так. Толкнешь и все. Проблем никаких нету. Много щелей. Но сейчас уже зимние походы были у меня с этим карабином. И тоже обледеняется все. Блин, как все тяжело, трудно. Щелей много, и будет, наверное, лед получаться в таких местах, и тоже, как сказать, минусы тоже будут. Может, замерзнет, там не будет ходить затвор, но это надо испытать еще в суровую зимнюю погоду. Это все еще будет. А сейчас вот я нашел 3 минуса. Ремень, магазин и предохранитель. Этот предохранитель ужасный. Сейчас вышел новый карабин Лось 10, и у них вроде как уже здесь, чтобы толкнуть и все. У иномарок тоже так удобный. А у этого, да, если от себя как-то сделано еще удобно, а вот ты бывает, ведь на охоте там увидел там и забыл ты предохранитель снять. Вот смотрите, какое положение у тебя. Какое положение. И чуть-чуть только палец цепляется. Чуть-чуть. Но вот скользит. Вот смотрите. И надо как-то доделать. Доделать как-то припаять что-то или я не знаю. Но это не выход. Это в спешке, задержка и подведет конкретно охотника. Вот. Ну что еще? Вроде все рассказал про этот карабин. Карабин хороший. Если кто хочет купить и сомневается, не надо сомневаться. Берите, если найдете. Сейчас уже такой карабин перестали выпускать. Лось 7. Сейчас уже вышел Лось 10, но не знаю, как там. Где-то, может, на складах еще валяется, но сейчас уже такое не выпускают. Это последние партии были. Я еще успел купить карабин новый, с нуля. Вот. Всеядный. Любые патроны стреляют безотказные. Это иномарки, ЧЗ-ы. Там, может, патрон не подойдет или еще, а российское оружие всеядное и стреляет. В принципе, я разницу не нашел там. Ну, пускай 2 сантиметра там разброс больше с другими патронами, но я начал одним патроном стрелять и буду стрелять. А ЧЗ-ы там, они дорогие, может быть, они легкие, но если ты стрелок такой, что хоть какое оружие можешь не попасть. А карабин Лось, я после СВД, я еще в руках ничего такого не держал. Такой винтовки. Это хорошее оружие, думаю. Еще будут охоты. Жалко, конечно, что в этом году у нас дичи мало было, но я добыл 2 глухаря с него. Рябчика добыл и косача добыл. Косач интересно, такое попадание было. Вот патроны я попал, и что выход, что вход, что выход
с пули, там карандаш как будто проткнули карандашом и все. Не разорвало ничего, а глухарь, он, два глухаря и в обеих случаях так, ну в кость попало, что чуть-чуть так мясо там порвало и ничего такого нет, а там пишут, там вообще рвет, там куски, ну в разных случаях, при разных выстрелах там разные случаи бывают, что в кость попадет и разорвет, но это без этого никак. В общем, я рад своему карабину, покупкой, я думаю, я не прогадал с этой покупкой. Карабин не такой тяжелый. Конечно, как и говорил, хотел купить полуавтомат, но сейчас я думаю, этот карабин лучше даже полуавтомата. Ну, не знаю, как время покажет. Будут еще охоты, так что, кто не подписан, подписывайтесь, смотрите охоту с этим карабином. Я в основном сейчас осенью хожу с этим карабином. Осень, зима. Вот так. Ну, надеюсь, кому-то пригодится. Это видео я рассказал все по-честному. Плюсы, минусы этого карабина. В основном все плюсы. Минусы только вот это. Самый большой минус это предохранитель. Это, конечно, надо переделать что-то, надо переделать. И магазин туго заходит. И, в принципе, терпеть можно. Я рад своему оружию. В общем, всем пока и удачи.